Было училище, форма на вырос, стрельбы с утра, строевая зазря, полугодичный ускоренный выпуск и на петлице 2 кубаря. Шел эшелон по протяжной России, шел на войну сквозь мелькание берез. Мы разобьем их, мы их осилим, мы им докажем, гудел паровоз. В глотку не лезла горячая каша, полночь была, как курок заведена. Мы разобьем их, мы им докажем, мы их осилим, шептал лейтенант. В тамбуре, маясь на стрелках гремящих, весь продуваемый сквозняком, он по дороге взрослел, этот мальчик. Тонкая шея, уши торчком, только во сне, оккупировав полку, в осатанелом табачном дыму, он забывал обо всем ненадолго и улыбался. Снилось ему что-то распахнутое и голубое. Небо, а может, морская волна? Танки! И сразу истошно. К бою! Так они встретились, он и война. Воздух наполнился громом, гудением. Мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой, видением, страшным чудовищным миражом. Только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Ежась от близких разрывов гранат, черный, растерянный, онемевший, в жестком кювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, всех ее пашем, дорог и осин. Что же ты, взводный, докажем, осилим. Вот он, фашист, докажи и осиль. Знаю, что это почти невозможно, знаю, что страшно. И все-таки встань, встань, лейтенант, слышишь, просят об этом, вновь возникая из небытия. Дом твой завьюжен солнечным светом, город, отечество, мама твоя. Встань, лейтенант! Заклинают просторы, птицы и звери, снега и цветы. Нежная просит девчонка, с которой так и не смог познакомиться ты. Тогда встал лейтенант и шагнул по планете, выкрикнув не по уставу «Айда!» Встал лейтенант! И наткнулся на пулю, большую и твердую, как стена. Вздрогнула, будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как нараспев. Падал он долго, упал он мгновенно. Он даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная и бесконечная тишина. Чем этот бой завершился, не знаю. Знаю, чем кончилась эта война.